Добрый вечер, друзья! Это Абхазский портал, и мы ценим вашу готовность выслушать наше мнение. У нас сегодня разбор полета. В центре внимания интервью, которое Аслан Бжания дал телеканалу «Россия-24». И наш интерес к этому спичу связан не с тем, что в нем содержится какая-то новая для нас информация, а совсем наоборот. Нам эта бессодержательная и кишащая противоречиями речь интересна тем, что это отчет. Аслан Бжания публично объясняет провалы своих инициатив своим хозяевам и клянется им в верности. Тональность «не виновата я, мне с народом не повезло». Но если серьезно, на что и на кого жалуется Аслан Бжания? Почему называет всех, кто с ним не согласен, деструктивными силами и агентами иностранного влияния? Давайте разберем это интервью с заготовленными вопросами, плохо продуманными ответами по пунктам. На вопрос, больше ли стало отдыхающих, Аслан Бжания отвечает уклончиво. Дела обстоят неплохо. Такой, скажем так, Министерство по туризму оценивает ситуацию как хорошую. Ни цифр, ни прямого ответа на вопрос. И все для того, чтобы перейти к лоббированию своих интересов. Понятное дело, что мы хотели бы, чтобы туристов было больше, но это уже глобальные задачи, которые надо будет решать. Это связано с местами размещения, с строительством новых отелей уровня 4, 4+, 5. Этот рынок нами еще не насыщен. Вслед за этим логично было бы ожидать, что он сообщит о государственной программе по стимулированию граждан, не сторонников, граждан, на строительство отелей, о намерении государства выделять кредиты и землю своим гражданам. Так должен мыслить президент нашей страны. Но фантазия Аслана Бжания пробуксовывает без личной выгоды. Но смотрим дальше. Прежде чем перейти к рассказам о плохом народе, он говорит о безопасности движения. Мы предпринимаем усилия с тем, чтобы безопасность дорожного движения была более высокого уровня, для того, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности на автомобильных дорогах. Оставим за скобками усилия, которых никто не видел, и даже его обещание покинуть должность. Остановимся на словосочетании «еще более высокого уровня», которое означает, что уровень безопасности высокий, но есть стремление достичь небывалых высот. Этот человек вообще местный? Он видел наши дороги и все, что творится на дорогах Абхазии? Вот, наконец-то, на 6-й минуте цель интервью – соглашение о льготах для российских олигархов, которым нынче нужно куда-то вкладывать деньги. Что за собой несет данный документ? Он открывает новые возможности для развития экономики, для развития бизнеса на территории Абхазии. Ничего не объясняет, не аргументирует. Снова мантра про рабочие места. А может, он и соглашение не читал? Там четко обозначено право на завоз гостарбайтеров. А каким образом льготы, освобождение иностранного бизнеса от налогов поможет нашей стране, бесплатному здравоохранению? Или это обычно для него набор ничего не значащих слов? А может, в цифрах и конкретно какая сумма и в каком году поступит в бюджет Минздрава и как средства будут распределяться, если уж мы про страну говорим, а не про подмосковную дачу Аслана Бжания. Чтобы не отвечать на эти и многие другие вопросы, на которые у Аслана Бжания нет ответов, он поступает просто. Он обвиняет нас всех, не согласных с теневой распродажей Родины. В основном это вопрос политизирован, просто политизирован, без отсутствия аргументов и логики. Поэтому я думаю, что те, кто уполномочен заниматься решением данного вопроса, они ответят на все вопросы, на все претензии, которые могут быть, и мы придем к этому соглашению, к его ратификации. Про аргументы и логику
Просто промолчу, тем более, что это не главное в этой фразе. Главная клятва олигархам. Мы придем к ратификации этого соглашения, обещает Аслан Бжаня публично на канале «Россия-24». Дальше что-то весьма невнятное про отсутствие политической элиты. Аслан Бжаня с трудом ищет мысль, но не находит, потому как никогда не имел отношения к политической элите, дистанцировался от освободительного движения, не защищал родину от агрессора. Мы на самом деле молодое государство, у нас, к сожалению, нет и не могло быть достаточного количества людей, такой, скажем так, подготовленной политической элиты, достаточное в количественном отношении, которая могла бы все это выдержать, выверенно идти. Это процесс, он такой, он требует времени. И после этой абракадабры опана! Но многие силы не заинтересованы в этом. Часть этих сил находится на территории Абхазии, часть за рубежом. И вот они работают, никто не отменял деструктивную деятельность иностранных специальных служб и их, скажем так, сообщников. Это мы испытываем на себе. То есть бывший чекист, человек, обладающий неограниченными полномочиями, инструментами для извлечения какой угодно информации, как законным, так и незаконным путем, говорит о том, что не имеет никакого подтверждения озвученному им обвинению. Сложно доказать, материальные доказательства этого всего добыть очень непросто. Факты Аслана Бжани – это волеизъявление народа, прозвучавшее из уст ветеранов войны, участников национально-освободительного движения, ученых, крестьян, старейшин, молодежи. Всех несогласных с ним он называет агентами иностранного влияния. Его не смущает, что люди, которых он называет агентами влияния, создавали нашу страну, пока он метался от одной бизнес-элиты к другой, за пределами нашей Родины. Ҳиааира иалҵшәаха данихаз, аԥсуа инагӡаны дахьаԥшәымахаз аԥсуа дгьылоуп. Ҳаԥшәмара ҳамазкуа атәымуаа ааганы ҳадгьыл аҿы рнырхара ҳаҿагылоуп. Впрочем, ложью Аслана Бжания никого не удивить. Он пришел, эксплуатируя миф о своем отравлении, и более 4 лет навязывает стране губительные решения. Поэтому абхазским СМИ, погруженным в тематику, Аслан Бжания не дает ни интервью, ни комментариев, ни даже пресс-конференций. Удар не держит. Предвыборная тренировка не помогла. Вот хорош. Еще жестче. И да, это, наверное, первое интервью Аслана Бжания российским СМИ, в котором он не рассказывает про самолет, который вот-вот полетит с Сухумского аэропорта. Может, молча молится, потому как все остальные проекты, которые лоббировал Бжания, потерпели фиаско, и уже очевидно, что не принесли дохода в бюджет. Только расходы. Но об этом моя коллега Нисфа Аршба расскажет вам более подробно в расширенном репортаже на следующей неделе. Посмотрите эти репортажи и ответьте себе на вопрос, можем ли мы этого человека называть президентом. Это Абхазский портал. Спасибо, что не остаетесь равнодушными в эти темные для нашей страны времена.